Мне стало вядома, што Стас з'яўляецца сапраўдным скарбашукателем. Дякую, Александр Рыгорович. Товарищ полковник, а напишите только в Лимассоле белорусу. Островок Минска на островке. 5 евро, поміж іншым. Ай-ой-очки, слеза пайшла. Беларускі вайб. Гэта што? Ні ад каго я не чуў дрэннага слова беларус. І гэта марка. Какой-то крутой, суперсекретный школ. Их примерно калечат. Кто тебе с белорусов натхняет? Многие говорят, белорусы, это они такие. Но если туда копнуть... То ты моя родненькая, давай обниматься. Лімасол – мультинацыянальны і мультикультурны горад на Кіпры. Другі па колькасці насельніцтва на востраве. У ім стала жыве каля 200 000 чалавек. У тым ліку некалькі тысячаў беларусаў. Кожны можа знайсці ў гэтым горадзе тое, што яму даспадобы. Помнікі архітэктуры, шыкоўная набярэжная, прыгожы батанічны сад, маляўнічыя пляжы, прыстань з кавярнямі і рэстаранамі на любы густ, канцэрты, галерэі і музеі. Беларусы Лімасола ў асноўным працуюць у фінансавым і IT-сектарах, а беларуская IT-супольнасць Лімасола ладзіць штотыднёвыя нетворкінг-вечарыны. Мясцовыя беларусы і беларускі арганізуюць фэсты, канцэрты і выставы з удзелам беларускіх творцаў. Збіраюцца на кватэрнікі і пікнікі, на якіх спяваюць беларускія песні і ладзяць майстар-класы па традыцыйных беларускіх танцах. У іх так прикольно дзейнічае светлафор, што калі толькі пешаход нажимае на пімпачку, загараецца зялёны, але потым кіроўцы ўсё роўна едуць на чырвоны пасля таго, як пешаход прайшоў. Ну, такая вось асаблівасць. Здорово! Да вот же, вот на камеру скажи привітанне. Прывітанне. Прывітанне. Беларусь. О! Привет! Ну нарэшце мы сустрэліся. Чорт пабяры. Стас Ніканович – прадпрымальнік і скульптар, стваральнік унікальных фізічных і арт-аб'ектаў, аматар даследавання марскога дна ў пошуку старадаўніх артэфактаў і скарбаў. Жыве на Кіпры ўжо 3 гады. Ніводная беларуская тусоўка не абыходзіцца без ягонага музычнага выступу. Ён асабіста знаёмы з Джонні Дэпам і Рычардам Брэнсанам, якія былі дужа ўсцешаны атрымаць аўтарскія статуэткі Стаса з іх выявамі і высока адзначылі талент майстра. Мне стало вядома, што Стас з'яўляецца сапраўдным скарбашукателем. Пам-парам-пам, пам-парам. Ён занырвает на дно мора з металлашукальнікам. Гэта ж патрэбны такі яшчэ металлашукальнік адмысловы. Так ёсць у меня две штуки. Спецыяльны, да? Так. І знаходзіць там всякие старадаўнія артефакты, монеты, можа какие-то кувшины там. І ўсё жыццё марыла таким, і вось я тут. Дякую, Александру Рыгоровичу. Таму ты і пераехаў, каб шукаць скарбы. Ага. Карацей, колькі ты казаў ужо? 100 монетаў розных часоў, да? Ну, больше. Якая самая старэйшая? Ідэнтыфікаваная, мабыць, ну, можа, 100 гадоў до нашай эры. Ага, вау, класна. Так Уже хутка музей будзеш адкрываць, можа, які? Грэцкая. Ну, ёсць, але ж гэта не зусім так можна. Гэта нелегальна. Все, здам у музей. Все, туши свет. Учора шоу з Клавенітіса. Крама такое? такая вялікая. Вось, у незнаёмым раёне. І з'явілася адчуванне такое яскравае, што я пачаў любіць гэты горад і гэты востраў. І сябе. Сонца, мора, людзі, у першую чаргу людзі. На Кіпры такая колькасць цудоўных людзей са ўсяго свету. Ну, шмат беларусаў, само сабой. А колькі, дарэчы, беларусаў? Ёсць статыстыка? 1000. 742 чалавека. Але вось 743, яшчэ адзін прыляцеў. Не, я не ведаю колькі, але ж такая дыаспора ў нас добрая. Яна вельмі утульная. Ведаеш, вельмі маленькі востраў і вельмі маленькі Лімасол. І
Тут усяго 800 тысяч чалавек на весь востраў, так? О, Привет, привет. Стас ізноў кагосьці сустрэў. Привет. Как оно? Все класс. Снимаем немножечко. Ну, ось ты бачиш, не пройти по Лимассолу без добрых, ветливых чалавекаў. На самой справе я так сумую по некаторым момантам з Мінску, з Беларусі. Па чым сумуеш? У першую чаргу, конечно, по родителям, по бацькам, а у наступную по сплавам, по рэкам. Ой, байдарачкі. сябрам маім, у дваіх на байдарке. Ой. Гэта сапраўды вельмі кайфова. Да, на байдарках, по рэкам. Тут такога няма. Ну да, тут атрымліваецца, што няма, ну горы ёсць, але такіх горных рэк няма, чтобы там сплавляцца можна было, да? Ну сам только если так по камяням неяк повалить, так сплавишься, а байдарка уже не влезе. Недзе год, полтора гады тому, калі запытывалі, ну як там, ну як ты там? Ну я казаў, ну ты ведаеш, гэта іншае жыццё. А зараз я разумею, што гэта жыццё, тому што у Мінску не было таго адчування. Ну, я говорю про апошнія гады, да, калі мы былі. Там амаль што жыцця не было. Не, ну мы доўгія часы жылі ў так званай унутранай эміграцыі. Да. Ёсць мы, і ёсць некая іншая рэальнасць, ад которой мы максімальна хацелі заўжды збегчы. Так, даксі. Докладно. Даже ничего не сделали. Ну, ось. Маленький островок Менску. Да? Познаете картину? Шановное гаспадарства, вот познаёмцесь, гэта сапраўдны беларус. Ён прыгатаваў мне каву бесплатно. Дзякуй табе, вялікі Марк. Дзякуй. Жыве Беларусь. Стас, расскажи, так что это такая вот кропка Беларуси у Лимассоле. Тут гэта кавярня належыць беларусам, яны гатуюць смачную каву, зараз я буду яе каштаваць. Да. Пампкін латы з ментальным малаком. Текила латте. Цікава. 5 евро, паміж іншым. 5? Да. Пойдем отсюда. Так, это маленький такий островок на островке. Островок Минска на островке. Ты сюды час ад часу завітваеш? Не. Это мы так специально пришли. Мы так специально. И ну ясно. Не, слухай, калі я сюда только прилетел, мне про эту кофейню рассказали мои коллеги, татары. Калі я только прилетел, я как раз жить the best. Самая смачная кава у Лимассоле тут. И ты ведаешь, белорусы, уладальники. Я, где? Я как, сторис. Так сторис у Минска же был. Захожу, картина, сторис. Я, ай-ой-очки, что робить? Слеза пошла. Лимассоль. Стас, ты вот ведаешь, чым сапраўдны культурны чалавек, такой як ты, адрозніваецца ад некультурнага такога як я? Нихуя не видно. Ну и чым? Карацей, тым, што калі гэты чалавек у цёмным пакоі спатыкаецца аб чорную котку, Ага. то ён па-ранейшаму котку называе коткай. Ага. Не страшна пачаць размаўляць па-беларуску, устаўляючы іншыя словы. Напрыклад, беларусы ў Амерыцы, яны шмат англізізмаў выкарыстоўваюць. Ну што зробіш? Эрія там, знаеш, билдинг, то есть, ну реально. Russian accent. Фішка ў тым, што пакуль ты не пачнеш і не будзеш памыляцца, нічога не будзе. Не страшно казаць памылкі, не страшно рабіць памылкі ў беларускай мове, страшна страну России аддаць. Вось гэта страшно. Ці вы згодны з гэтым? Напішыце ў каментах. Слухай, ну вельмі стылёвы колер насамрэч. Так, колер ёсць. Колер ёсць.
Я тобі так скажу. Это тебе не Геленваген, ё-моё. Ну, але що то квадратний так само. Квадратний. Ну. Ну скажи. Колеса есть, кондиціонер есть. Все. Нічого іншого тут не потрібно. З лучом. А, это луч, до речі, о, клас. Ну. С ким ты из белорусов тут вот так, ну, любишь потусоваться, посябровать? Слухай, ну у нас тут наші сябри, з якими ми вже 17 років сябруємо. И они так само тут живут, да? Так, и они переехали десь 7 годов тому. И мы были уже у них 6 годов тому. А яны жили не у Лимассолі, а под Ларнакой, у Кіті. Я, Ірка, Малы. А Ірка з Малым застались еще на 2 недели, то есть месяц. Я был только 2 недели. И мы, коли уже Ірка вернулася, ну что, слухай, может, переедем куда? Ну не Кипр, не Кипр 100%, 100%. 100% не Кипр. Бабах, чорний екран. Ось ми вже тут 2 годи живемо. А так, як я вже казав, діаспора велика. У мене і на праці є. Белорусы. Так. Ну, я чую, что тут по середах ладятся такие соушалы, айтишники там. Их их ладят. Шмат з ким з білорусів, з ким я хотів познайомитися у Мінську. Тільки тут познайомився. С Цеслером ты тут уже познакомился? Так, так. Ну, ми Тусите разом. Ну, буває, супчик їдемо. Супчик. Я так само до його завітав і вот такого класного борщица поел. І он, конечно, кухар хоть куди. Да. Короче, тут поліцейські марширують, і ми все думаємо, що тут мусить відбутися. Може, ніякий мітинг чи що, бо яны со щитами тут, з касками. Вельми знайома картинка. Картинка знайома, але быццам би нічого такого не відбувається, щоб Зараз поглядім, де тут що відбувається. А, ось. Там, ну, може, який мітинг був. А, гляди, Палестина. Ага, ясно. Ну вот фест у вас был, да? Белорусский приезжал Шума, Петя Клюев приезжал, кто там, Нави Бенд. Так, Була вистава Кароліни Полякової. так. Я її зустрів пару днів тому. Цікаво, на таких імпрезах, Стас, белорусских імпрезах, вот в этом фесте, не только белорусы тусят же. Ну, конечно, есть гости столицы, коли можно так выразиться. Конечно, есть, але такий фест больше для белорусских людей. Так. Ты не ведаешь приблизно, кольки тут у Лимассолі живе белорусов? Товарищ полковник, а напишите там в комментариях, кольки в Лимассолі белорусов. І ваших. Ну, до речі... І кольки, давайте так, кольки БЧБшних белорусов і кольки я батик. Напишите, коли ласка, в комментариях. Куди меня Стас привез? Незразумело. Я думал, что... Стас, я думал, что human traffic только на полночной частке Кипра. Ні, бачиш, ось. Тут так само. Я х'юман, і ось зараз буде трафік. Ідемо у некую турму. Культур-мультур. Але Стас стверджае, што гэта была вінная фабрика. Hello. Yeah. Hello. I don't know. Actually, I don't know. We are searching for it. I hope there. Что тут отбывается? Короче, какой-то типа фест, да? Потім... Народ чилит. Мясцовая песочница, зараз поглядим. No. Feels the way I do about you now. That could be the word is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. Хорошие русские сказали. Классный пинжак. Спасибо большое. Привет. Я сам сделал. Классный, здорово.
Крутой. А все надо обязательно. Вот вы все в рот хотите взять. Ну, вот уже. Можете еще посмотреть фаланговые колечки, они по 20. Да, они одеваются, но они должны сидеть очень плотно. Валя, з чого гэта лыжечка зроблена? Из серебра. О, На самом деле его очень классно носить на шнурке. Лыжку? Просто- Да, можно одевать на шнурке вот так вот. Вполне сейчас стильно. слухай, ну прикольно, а колькі яна каштуе? Ну, приблизно я памятаю, что ты не 200 памятаешь. евро. Так, зразумел. Это, ну, ручная праца. Да. Ты сама все гэта вырабляешь? Да, у меня есть помощники, но я стараюсь перейти от работы руками, стать только дизайнером. Но это очень долгий путь, потому что, конечно, легче самой все сделать, чем доверить такое серьезное дело другим. Ты до гэтага чым займалася? До гэтых упрыгожванняў? Я много чем занималась. О, уже по-беларуску почала размаўляць. Мне надо вспомнить его. Я вообще инженер-гидротехник по образованию. Ого, класс. Да. Но так как я решила, что мне это образование не очень подходит, я начала пытаться искать себя в других направлениях. Я пробовала фотографию, пробовала. Мне очень хотелось быть дизайнером одежды. Много чего перепробовала, но только с ювелиркой у меня случился perfect match. Окей. 10 год. Да, плюс-минус. Але гэта тая справа, якая дазваляе табе зарабляць столькі, каб нармальна жыць тут, у меня есть на муж. Кіпре. То бок асноўны фінансавы Да. базіс гэта твой муж, Да. а ты как бы это бонус. Да. Добра. А ён таксама беларус? Нет, он не белорус. А адкуль ён? Он из России. Окей. Из І ён Краснодара. хорошы рускі. Да. Дакладна, няма у ім імперства. Нет. Добра, вы тут познаёміліся? Нет, мы познакомились в Минске. А, класс. Он приехал туда с концертом, рок-группой. Вот, и мы там познакомились. Ты уже у той час займалась? Нет, Ага. я начала заниматься, когда мы поженились. Окей, то бок гэты шлюб паўплываў на адкрыццё тваіх гэтых творчых чакр. Ну классно, слухай. А тут вы давно живете у 4 Лимассоле? года. Ага. И как вы у белорусской тусовцы тусуетесь? У вас есть сябры белорусы? Да, у нас Ходите на есть белорусские импрезы? Сябры белорусы, периодически ходим на какие-то мероприятия. Вот. Ну, да, это было лучшее вообще, что было на Кипре. Это был лучший концерт. Больше я не хожу после этого на концерты, потому что я понимаю, что уже... Петля пристрастия the best? Да. Валю, питання, якое я задаю усім. Як ти лічиш білоруси і білоруські сексі? Кто-кто? Білоруси і білоруські сексі? Конечно. Чому? Родненький, потому что... Ну все, классно, ты моя родненькая, давай обниматься, все. Вот это все какие-то разные виды, типа сангрии или что это? Это красная, белая, розовая, белая. Это все сангрия. Это все сангрия. Тут личи. И что, испанцы так и готовят? Ну, по-разному, мы не испанцы. Поэтому у вас вариации, кипрские вариации сангрии. Ну окей, давайте какую-нибудь классическую мне, а моему другу Глинтвейн. Будьма? Будьма. Ну ничего, такая кипрская сангрия. А тебе кипрский Глинтвейн? Глинтвейн. Я замерз у 27, мне потребен глинтвейн. Ой, все, теперь серьезно. Коли я тебе кажу, белорусский вайб. Так, Это что? теплость, утульность. Вась. Классно. Белорусы и белорусские. Секси? Ну... Ну давай. Жги.
Напалмом. Секси — это нечто такое горючее, такое, ведаешь... Не обов'язково. Ну, Гэта хорошее, часцей, а часцей, сексі гэта ж часцей. крыху іншае. Частей. У твоим сенсе, конечно, І- секси, і- конечно. Ну не в секси. маім, а у ангельскамоўным гэта значыць сексуальнасць, не сексапільнасць. Слухай, я разумею, што я вось зараз адкажу, ну, не зусім, і гэта будзе не канон. Чаму? Таму што, Норм? ну, Нет, гэта слухай, маё трэба пачуцце. крытыкаваць. Так, так. Не зусім сексі. Чаму? Няма таго дзікага агня для сексі. Так. Вельмі утульныя, вельмі, ведаеш, такія Памяркоўныя. дамашнія, сціплыя. Ціхія. Гэта не пра сексі. Гэта не пра секс. А можа гэта і ёсць сексі? Ну, для кагосьці. Но не, калі мы говорим пра сексі, ну, для мяне гэта ледзь пра другое. Што нас адрознівае ад іншых? Я ні ад каго, ні адзін раз не бачу дрэннага слова пра беларусаў all over the world. Ні ад адной нацыі пра беларусаў, нават рускія, о, ну беларус, это ж такі уважаць, ну, як мае быць, чыста, акуратненько, так, і ўкусна. Смачна, а ў іх укусна. Вось, ні ад каго па ўсім свеце я не чуў дрэннага слова па беларусу. І гэта марка. Ну давай падтрымліваць гэту марку. Ну. Ты працуеш у школе, Да, я працую у в администрации какой-то крутой суперсекретной школы. Ну, она не супер секретная, но давай мы ее оставим в секрете. Чем ты там занимаешься? Можно не английскими словами, а я буду объяснять, потому что когда я говорю admission manager, у всех сразу что происходит? Это зауч, это кто? Слушай, я набираю детей в школу. Чтобы поступить в школу, здесь сдаются всякие тесты, проходят интервью, то есть ты просто так не придешь и не скажешь, мне бы вот дитё учить. Не работает, вот. Поэтому... Короче, тебе конвертики всякие Не, приносят? мне, кстати, не приносят. Если бы мне приносили конвертики, мы бы сегодня на другой машине сюда приехали. Когда мы жили в Беларуси, в последние годы я очень часто говорила, что вот если бы можно было как-то повлиять на наше образование, чтобы я могла что-то сделать, ну туда же никак не пролезешь. То есть у нас все министерства, серьезные дяди. Да. И я как бы это часто упоминала, потому что, ну, на мой взгляд, у нас, ну, я даже не хочу неприличных слов произносить, детей, ну, не учат, вот. Ну да. Я бы даже сказала, их примерно калечат, особенно в государственных школах. И когда я приехала на Кипр, и так получилось, что я попала в этот проект, я через какое-то время вспомнила это, думаю, вау. И я очень рада, я реально горю этим проектом, я много-много работаю, учитывая, что там учится Марк. Я это делала с большим удовольствием. Як у вас тут есть некая белорусская тусовка, вы тусуетесь, Так. сябруете, расскажи Так. про это пару слов. Я даже не помню, как я туда попала. Меня случайно как бы позвали. А что, она закрытая некая? Что? Да. Ну, как закрыто? Да. Да-да-да, так. Нет, слушай, ну, понятно, что ты туда можешь приехать. Мы общаемся как бы в закрытых сообществах. Вот. И мы первый раз приехали, организовывали шашлыки в горах, значит, собрались белорусы. И это было что-то, потому что, ну, как бы ты сюда переехал. Это вы тогда запускали Лукашенко? Лукашенко мы запускали? Да. Подожди, нет, я... Ой, у нас есть такой видос, как Лукашенко запускали. Замест пробки был портрет Лукашенко, его запускали в небо. Ну, это инше, але мы вставим их это видос по-любому. Ну что, любишь летать на вертолете? Сейчас полетаем. Живи, Беларусь! Я поняла, что нас здесь тоже немало, потому что когда мы только приехали, мне казалось, нас раз, два, три, и все. И все уже вообще забыли, что такое Беларусь. И там была знатная тусовка, мы собираемся либо там глобально нас много, либо небольшими группками. И это так приятно. И люди продолжают помнить дом. Нас мало, но есть. Кто тебе с белорусов натхняет? Слушай, ну, наверное, это все те, кто в 2020 году не сидел дома, кто говорил, и особенно те, кто сейчас, к сожалению, сидят в тюрьмах. Вот это для меня люди, вот я ими горжусь, я просто поражаюсь их смелости, и то, что они сделали, и то, что они делают сейчас, потому что нам здесь весело, хорошо и свободно, а им не очень, вот. Я думаю, что так. Белорусы и белорусские. Секси? Да, наверное, больше, да, потому что в них...
они, понятно, они такие супер добрые с первого взгляда. Но если копнуть, ну, на мой взгляд, люди... Секс — это же не только про какую-то физическую внешнюю историю. Конечно. Это очень про внутреннее. И вот внутреннего там очень много. И вот этого огня, возможно, он не виден сразу. Вот человека ты видишь, многие говорят, белорусы, вот они такие... Да. Но если туда копнуть, что то туда уже можно достать. Я что, той БДСМчик там вылазит. Там. Да. Что ты любишь в белорусских слухать? Слушай, ну, есть две вещи. У нас какой-то есть именно белорусский плейлист на мове. Ребенок как бы особо ее не учил, не знает. У нас есть пару книжек, мы пытаемся читать, я ему перевожу. Сама учусь потихонечку. Ну и понятно, мы слушаем песни. Но если прям вот из такого, это «Петля пристрастия», это любовь. Они прилетали на Кипр, давали концерт небольшой в клубе. Мне кажется, я не танцевала так никогда и нигде. Вот как он начался и закончился, я не присела, не отвернулась ни разу. И я получила такой кайф, потому что... Ну, как бы, А какая песня? Давай, мы тут вставим, чтобы те, кто не ведает, как полетели. Перекособоченность. Сумуешь по родиме? По той, которая сейчас, нет. По той, которая была, очень. А вот чаго табе бракуе, чаго табе не хапае? Здесь Да, беларускага. людей, родителей, друзей, которые остались там и которых, я не знаю, увижу я в ближайшее время или не увижу, потому что это очень сложно. А так, честно, ничего. Я посмотрела фотографии квартиры, в которой я жила. Вот мы сейчас будем сдавать. Я не почувствовала ничего. То есть, по факту, какие-то вещи, они уже не имеют значения. То есть, можно скучать скорее по состояниям и по людям. Але ты згодна с такой тезой, что Беларусь там, где белорусы? Да. Вот, ну, Что мы по всему свету створаем свой какой-то уникальный, такой Да. классный, секси белорусский вайб. Есть такое, есть, потому что, опять же, я сколько слушаю историй, где белорусы помогают белорусам, вот ты приезжаешь, и они все равно где-то находятся. Тебе кажется, вот ты один, и отовсюду такие, я белорус, и я тебе помогу, и все. И вот это люди, которые, ну вот они добрые. Мне кажется, никто никому никогда не откажет. И это... Я не могу судить о других там нациях, национальностях, потому что не очень хорошо их знаю. Но сколько я сталкивалась с белорусами, лично я не встретила ни одного человека, который бы вот, был действительно плохим. А чаму бы нам варта, нам, беларусам, чаму варта было б павучыцца ў іншых? Чаго нам бракуе? Мне кажется, мы очень мягкие. И иногда... Трэба жорсткавастасці немножко. В определенных ситуациях. То есть, как бы мягкость хороша вот в таких взаимоотношениях, но иногда этим люди пользуются. А вы что думаете, не хапае нам жорсткасці? Напишите в комментариях. И живе Беларусь! Живе!